Хрестоматийный пример – это, конечно же, мечеть в Вюнсдорфе, которая, к сожалению, теперь уже не существует довольно давно, уже 80 лет, наверное. As well as the Tatar stone, the so-called Tatar stone made by Otto Stiel. И, конечно же, известный пример – это татарский камень на могиле, не на могиле, на кладбище в Вюнсдорфе. As well as the new discovered luster, which we have the opportunity to show in the exhibition now. Ну и кроме вот этих хрестоматийных, уже многим известных, особенно в этом зале, предметов и объектов, у нас есть новые находки, которые буквально недавно найдены. Это вот татарская люстра из Гарделегена. Под Лейпцигом есть татарская могила, которая сохранилась со времен Наполеоновских войн. Там Юсуф, сын Мустафы, похоронен. И до сих пор, с начала 19 века, немцы, которые живут рядом, в соседних небольших поселениях, они туда водят экскурсии, туда водят детей, показывают на кладбище. Эту могилу, она одинокая, там стоит в лесочке. И совсем недавно там сделали реставрацию памятника. Знаете, у немцев в Германии вот этот интерес к прошлому, и в том числе и к этим памятникам, которые вроде бы никакого отношения к ним напрямую не имеют, очень большой вырос в последнее время.